Добрый вечер, уважаемые телезрители. В прямом эфире информационная программа «Новости», в студии Тойр Пиров. Сегодня основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, в рамках заседания министров иностранных дел государств, членов Шанхайской организации сотрудничества, принял генерального секретаря этой организации Владимира Норба. В ходе встречи были обсуждены повестка дня заседания министров иностранных дел государств, членов ШОС и вопросы подготовки к юбилейному заседанию Совета глав государств, членов организации в Душанбе. Президент страны, уважаемый Эмомали Рахмон, подчеркнул, что Таджикистан, как действующий председатель в организации, последовательно выполняет свои обязательства в соответствии с вышеуказанными приоритетами. Было подчеркнуто, что целью реализации поставленных задач и осуществления ранее принятых мер является дальнейшее развитие Шанхайской организации сотрудничества и полное использование ее потенциала. В ходе встречи были обсуждены вопросы сотрудничества стран-членов ШОС в деле обеспечения региональной безопасности, сложной политической ситуации в Афганистане, усиления охраны государственной границы Таджикистана с этой соседней страной, совместной борьбы с угрозами и вызовами современного мира. Это терроризмом, экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков, киберпреступностью и транснациональной организованной преступностью. Было подчеркнуто, что Шанхайской организации сотрудничества необходимо наладить практическое сотрудничество в области безопасности с Организацией договора о коллективной безопасности, антитеррористическим центром Содружества независимых государств и специальными структурами Организации Объединенных Наций. В ходе встречи было названо важным текущее состояние и перспективы отношений между Таджикистаном и государственными членами Шанхайской организации сотрудничества, укрепление связей в сфере экономического, энергетического, промышленного, межбанковского и гуманитарного сотрудничества. Также на встрече состоялась конструктивная беседа по решению других вопросов, представляющих взаимный интерес. К другим темам. По словам экспертов, саммит глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, который состоится в сентябре текущего года в Душанбе, станет поистине историческим. В ходе юбилейного заседания будут подведены итоги работ ШОС за 20 лет и намечены перспективы развития организации. За свою 20-летнюю историю ШОС превратилась в одну из самых влиятельных международных организаций нового типа, в уникальную региональную структуру, которая неоднократно доказывала свой универсальный характер в решении актуальных мировых проблем. Тему продолжит Карим Хайдар. В текущем году в городе Душанбе пройдут юбилейные мероприятия высокого уровня по случаю 20-летия образования Шанхайской организации сотрудничества. Таким образом, на протяжении 2020-2021 годов председателем Совета глав государств, членов Шанхайской организации сотрудничества является лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон. Все мероприятия этой организации осуществляются под председательством таджикской стороны. Председательство Таджикистана совпадает с юбилейной датой 20-летия создания организации и проходит под девизом «20 лет ШОС. Сотрудничество во имя стабильности и процветания». ШОС охватывает огромное пространство и широкий круг регионального сотрудничества и является новой формой сотрудничества государств с точки зрения политического устройства, экономического потенциала и культурного разнообразия. Один из основных направлений ШОС является борьба с терроризмом, сепаратизмом, экстремизмом и другими современными вызовами и угрозами. В рамках Шанхайской организации сотрудничества планомерно проводятся антитеррористические учения под кодовым наименованием «Мирная миссия». Главными целями председательства является укрепление дружбы и добрососедства между государствами-членами ШОС, дальнейшее развитие шанхайского духа, поддержание мира, безопасности и стабильности в регионе, наращивание взаимодействия в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, совершенствование договорно-правовой базы организации, расширение механизмов взаимодействия. Независимо от того, что в соответствии с международными стандартами ШОС является достаточно молодой организацией, за годы своего существования она показала себя в качестве эффективной платформы для обмена мнениями, выработки общих позиций и координации различных точек зрения, и в связи с новыми требованиями современного мира будет усовершенствовать свои цели и задачи. Карим Хайдар, Рану Азизи, телевидение, Таджикистан.
В Душанбе продолжается кампания по вакцинации с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции среди людей старше 18 лет. Граждане в возрасте старше 18 лет, проживающие в столице республики, могут обратиться в учреждение здравоохранения по месту жительства для иммунизации против COVID-19. Несмотря на кампанию по иммунизации, все же не стоит забывать о соблюдении правил гигиены и санитарии. Зумрат Файзиева продолжит тему. Индийский штамм коронавируса SARS-CoV-2, или как его еще называют вариант Дельта, стремительно распространяется по всему миру. Эта мутация была впервые обнаружена в Индии в октябре 2020 года. С тех пор исследователи выделили 3 подтипа, каждый из которых имеет немного разный генетический состав. 18 июня 2021 года ВОЗ заявила, что Дельта становится доминирующим вариантом болезни во всем мире. Этот штамм на 50% более заразен, быстрее распространяется и более разнообразен по части симптомов. Но при всем этом, по мнению ученых и врачей, вакцинация пока что лучшее средство профилактики от заражения и осложнений, вызванных этим вирусом. По данным Всемирной организации здравоохранения, все разработанные вакцины действуют против варианта Дельта. Напомним, что в Душанбе проходит кампания по вакцинации от COVID-19 среди людей старше 18 лет. Сделать прививки душанбинцы могут в учреждениях здравоохранения по месту жительства. По мнению экспертов, только сделав прививку, каждый может защитить себя и своих близких от инфицирования. Следуя рекомендациям специалистов-медиков и при поддержке жителей, можно предотвратить распространение любого инфекционного заболевания. Вакцинация предоставляется гражданам страны на бесплатной основе. Я сделала прививку. Это очень важно для моего здоровья. И я считаю, что все должны вакцинироваться, чтобы получить иммунитет. Я сделала прививку, и теперь я более спокойна за свое здоровье и здоровье близких. Сама прививка совершенно безболезненна, и я советую всем пройти вакцинацию. Несмотря на кампанию по иммунизации населения, все же не стоит забывать о соблюдении правил гигиены и санитарии. От каждого жителя страны требуется неукоснительно следовать рекомендациям специалистов в этой сфере. Пользоваться дезинфицирующими средствами, надевать маски в общественных местах, тщательно мыть руки с мылом и соблюдать дистанцию. Зумрат Файзиева, Ахледини Карим, Рану Азизи. Новости. Уважаемые телезрители, это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами и будьте здоровы.